Сколько я не... Ну, просто люди бросили. Это, говорит, игра, пусть сами играют свою игру. Ага. Нет выборов. Вот сразу, знаете, после Горбачевской перестройки люди старались участвовать в выборах, там голосовали, все это было очень активно. А сейчас уже опять точно как пачками, вот те, которые сидят там на участках, толкают туда эти. Я уверен, что там за меня кто-то проголосовал. Вы сидели в Мордовии в тюрьме 4 года. Ваш сын осужден на 24 года, а ваш старший сын дал гешдойл. Это по-чеченски, по-ингушски слова соболезнования. Он был верующим человеком и только за это был убит. И за то, что он не сбежал в Европу, а остался со своей семьей. Я вам очень сочувствую. В вашем лице печаль. И когда я рисую, по-моему, она получается. Ну, эту печаль перекрывает ваше мужество. Мне бы хотелось, чтобы наш Кавказ и народ России увидел вас и осознал многое в том, что с ним произошло. Невзирая на власти, надо постоянно общаться. Это раз. И, во-вторых, надо открыто выступить против власти за мир. Надо перестать бояться. Вот надо перестать бояться. И открыто говорить, я не хочу я автомат. Вот убитый мой сын, вы знаете, Алла, его просто вытурили в лес. У него 6 детей. У него красавица была жена. Он трудяга, он такой дизайнер, понимаете, от природы. Ага. Он учился в Грозном на 4 курсе художественный. Он был талантливейший мальчик. Его вытурили в лес. Вытурили, насильно вытурили. Не хотел он туда идти. И вот то, что сейчас происходит с чеченскими, ингушскими, там, кабардинскими, другими мальчиками, их вынуждают брать в руки оружие. Надо, знаете что? Надо, чтобы российские войска ушли в места своей дислокации. Ничего больше не надо. А своих людей мы потом остановим. Вот это буквально, чтобы сделать, вот, например, в Ингушетии мир, нужен 2 месяца. Чтобы вот эти эскадроны смерти ушли домой, в Москву. Если там у них есть дела такие, пускай там делают. Ага, здесь вот так. Войска свои, пограничники, конечно, они должны на границе стоять. Солдаты должны находиться в своих казармах. Ага, они с автоматами бегать по Назрани. Так, вот что нужно мне. И все. А своих мы потом уже остановим. А как остановить? Из него палят в автомат, а я ему говорю, нет, ты не защищайся. Так не бывает. Так. Ингушская, чеченская пословица. Даже мышка кусается, когда ее... И последний мой вопрос. Иса Аюбович, что вы пожелаете всему Кавказу? Я желаю и Грузии, и Ингушетии, и Чечне, и всему Кавказу, как ингуши говорят, Шинфордью, Междуморье. Вот этой стране между 2 морями, чтобы здесь был мир. Наша беда в том, что между нами, как забор, стоят вот эти горы. Ага. И мы практически не знаем, вы не знаете то, что действительно происходит там, и мы не знаем то, что происходит у них. Нам надо общаться. Нам надо общаться. Постоянно общаться. Не надо смотреть на политику. Нам не надо политики. Наша политика – это гостеприимство, хлеб-соль гостям.
это братство, это дружба, это может быть родство, родниться надо. Дай Бог, чтобы на нашу Родину опустил Божья благодать в понятии мира. Вот дай Бог нам всем мира. Когда Аллах создавал нашу землю, Он укрепил ее среди бушующих вод горами, как клубок шерсти спицами. И горы под землей больше, чем наверху. Исаак Адзоев написал 20 книг, а свет увидела только 7. Иса такой же, как эти Кавказские горы. Символ непокорности, самопожертвования, непримиримости. Он талантливый и светлый человек. И еще один цветок на расцветающей яблоне древа жизни.